Чем джазовый музыкант отличается от всех прочих музыкантов? Тем, что он играет джаз. Именно на фортепиано сыграл, ну вот в 5 лет, получается. Там Что это было? Это детская песенка «У кота воркота». Вот у вас же клавиши тут. Да. Да. У кота воркота, колыбелька хороша. Оттачивается это все путем проб и ошибок. Егор Ефимов – джазмен, пианист, клавишник, вокалист, композитор, аранжировщик и продюсер. Самый молодой руководитель циркового оркестра в России. Активности и энергии нашего героя хватает на членство в молодежном отделении Союза композиторов России, Международной ассоциации молодых композиторов, исполнителей и музыковедов, гильдии композиторов Российского музыкального союза и Союза музыкальных деятелей Якутии. Кроме того, Егор является сооснователем школы современной музыки «Дом музыкантов». Егор, вот судя по той информации, которая у меня имеется, вы наше все. Ну, начиная с того, что пианист, композитор, руководитель музыкального коллектива, да, оркестра цирка, поэт. Еще кто? Что я забыла? А еще продюсер, организатор, идейный вдохновитель и т.д., и т.п. и так далее. Но в первую очередь джазовый. Музыканты, ну стараюсь им быть, по крайней мере. Джазовый музыкант. Чем джазовый музыкант отличается от всех прочих музыкантов? Тем, что он играет джаз. Вы помните себя без музыки? Не очень хорошо. Но был я такой помню период. себя, да, с 3 лет. Так. Прям отчетливо уже помню себя с 3 лет. И вот первые 1,5 года, и то все равно там были песни, как бы музыкальная школа, к маме ходил. К ней на работу. Она у меня преподаватель фортепиано. Но в этом заслуга мамы, да, то, что вы музыкальный ребенок. В общем, у нас, несмотря на мою внешность, очень якутская семья. Вот, и я был самым младшим, получается. И старший, как бы в якутских семьях, я так думаю, да, просто не принято далеко отпускать. Старших детей не отдавали далеко, за пределы там деревни или улуса. Вот, а меня решили попробовать отдать, тем более, что открылась такая замечательная школа, как Высшая школа музыки. И в каком возрасте вы туда переехали? 5 лет. В 5 лет. А в это время семья находилась в Белой горе? Да, в Обыйском Улусе. В Обыйском Улусе. В 5 лет, и с этого момента вся ваша жизнь связана с музыкой? Или раньше все-таки началось? Именно на фортепиано сыграл, ну вот в 5 лет, получается. Там, что это было? Это детская песенка «У кота воркота». Вот у вас же клавиши тут. Да. Да? У кота воркота, колыбелька хороша. Все, вот вся песня. Отлично. Вообще вот это удивительно, что вы все время с клавишами. Ну, здорово, что мы живем в такое время, когда есть мобильная версия. Да. Потому что если бы это было чуть раньше, то пришлось бы носить с собой рояль. Раньше, когда я был еще моложе, я таскал с собой 25-килограммовый синтезатор. Такой, ну, это сейчас я его называю тяжелая артиллерия. Очень хороший концертный инструмент. А это у меня кросс. Он как бы, ну, само название, версия, да? Само название, он как бы маленький, компактный. Ну, клавиш, конечно, не хватает для пианистов. А для клавишников вполне себе сойдет. Но потому вы что здесь почти Рахманинов. Рахманинов ездил на гастроли, с ним возили 2 рояля. Один тот, на котором он играл, а второй сменный, на всякий случай, если вдруг первый откажет. Да, типа такого. Если уж мы заговорили про гениальность и сверхспособности, вы чувствуете себя сверхспособным человеком? Наверное, скорее нет, чем да. Потому что я больше считаю себя трудоголиком, нежели там, со сверхспособностями или же каким-то гением. Но трудоспособность — это тоже, мне кажется, сверхспособность. Кстати, да, скорее всего. Так что в этом плане да. А в музыкальном плане, конечно, нам всегда есть куда расти, каждому музыканту. Вот приезжал неоднократно, даже точно знаю сколько раз, 6 раз приезжал сюда джазовый музыкант, вокалист, один из лучших вокалов
в 90-е годы он был одним из лучших блюзменов Европы, Сергей Манукян. Вот, и он сказал такую фразу, что ни один музыкант, уважающий музыкальное искусство и себя, и окружающих, никогда не скажет так, что он достиг прям какого-то апогея или же какого-то олимпа музыкального. Потому что это всегда рост. В джазе, вот, чем отличается, вот первый вопрос был, да, джазовая музыка, вот, то есть, От обычной да, музыки. Да, от обычной музыки. Потому что там потолка нету, предела нету. Я уже это неоднократно всегда во всех интервью об этом говорю. Потому что джазовая музыка — это же как бы синтез классической музыки, синтез и этномузыки, и рок, есть направление джаз-рок там, и так далее. Когда мы говорим джаз, с чем ассоциируется вот первая мелодия, которая приходит на ум? Я попрошу вас ее наиграть. В 2007 году я услышал нашу уроженку Уфы, нашу, имеется в виду, Советского Союза еще тогда, да? И я услышал ее альбом, и в этом альбоме была композиция «Beautiful Love», «Красивая любовь» называется. И я когда услышал, я просто настолько получил такой, как сказать, культурный шок. И как музыкант в первую очередь, потому что я подумал, что я никогда не смогу такое сыграть, потому что это просто, ну, невероятная музыка. И тогда я решил для себя, что я когда-нибудь, ну, то есть я буду стремиться к этому уровню. О, это роскошно, конечно. Но это то, что Спасибо. вдохновило и замотивировало, да? А что вдохновляет сейчас? Все, наверное, тоже так же. Жизнь. Такой же, да, все вокруг. Жизнь. Очень интересный общение. есть факт. Недавно я услышала вот на одном из последних джазовых концертов ваших больших, которые вы организовали. Первый якутский джазовый стандарт. И в этот момент мне захотелось сказать: так, подождите, мне нужна пояснительная бригада. Зачем джазу якутский стандарт? Зачем Якутии джазовый стандарт? Можете ли вы ответить на этот вопрос? Ну, поначалу, как выражался мой один из главных наставников, Адриан Анатольевич Егоров, это была такая хохма. Вот у него слово было такое любимое, да? Поначалу, как бы. Мы участвовали в 22-м году, это мой джаз-бенд, Session Club. А нам уже 13-й год, уже, да, 12 лет уже полных. Вот. Мы участвовали в 22-м году на столетии российского джаза по приглашению народного артиста России Игоря Михайловича Бутмана. Вот. И мы решили переделать какую-нибудь известную якутскую песню, не какую-нибудь, а одну из самых лучших, на мой взгляд. И мы с ребятами исполняли эту песню у нас на работе в цирке, по работе, да, «Эстрада 72» и так далее, с легендарной рок-группой нашей якутской «Чорон». Вот, и с Махначевским мы, вот, получается, тоже очень тесно общались, он там поет главную партию. Вот, и мы решили эту песню переделать еще с Андрианом, когда он еще был с нами, переделать эту песню под джазовый такой стандарт. Ну, на джазовый манер. И, ну, получилось неплохо, и как бы тоже мы там учли некоторые моменты такие, то есть взяли там некоторые такие мотивы из композиции «Ночь в Гарлеме», допустим, да, ну, это совсем Нью-Йорк, да, то есть, получается, как бы оттуда, и вот получилось это вот так очень вот, да. интересно. И на Московском джазовом фестивале мы объявили ее, так как мы первые музыканты, вообще джазмены, поехавшие на этот фестиваль, на фестиваль такого уровня, как бы, да, и нам надо было, ну, представить что-то свое на своем языке, потому что мы на этот раз мы не с Ческыры ездили, да, или не с кем-то там еще, как бы, да. Не как да, аккомпаниатор, да, вокалистом да? был я, поэтому, ну, как бы пришлось. В итоге какой Пришлось. был эффект и как это было принято?
Ну, кто-то посмеялся, то, что стандартом обычно называют те вещи, я имею в виду композиции, да, Да. не так между собой такой сленг музыкальный. Те композиции, которые играются во всем мире Ну, или как же в части. Как хрестоматия. Да, как хрестоматия, да. Ну, у нас эта песня как бы хрестоматийная, и мы решили ее как бы продвигать за границы уже республики, получается. Мы с ней успешно выступили в Москве, в первую очередь, во Владивостоке, в Петербурге. А возможно кусочек? Чтобы Да, вот не быть вступление, голословными? вступление вот из той же композиции вот, «Ночь в Гарме». Тохтанмандык эбитин, көйен өйдөн тибепин, сахырдак бытайытын, күн сырдыга керетен, пам-пам, эдер оуга эдер эрчим састар быт. И такой вот сын пошел на припеве. Ну, это Так, такой да. эксперимент, да? Да, эксперимент с ритмом, с жанрами, с синтезом. Очень интересно. А вы вообще экспериментатор, судя по тому, что являетесь композитором. Одним из самых молодых композиторов. Ну, официально как бы я не являюсь композитором, потому что для этого нужно отучиться на композитора в консерватории. Должна быть корочка. Как бы, А и, членство типа, в Союзе композиторов я России? состою, да, в молодежном отделении. Это как бы, ну, типа, такая вот история. Это для меня как бы когда-то это имело такое прям весомое значение. Почему? Потому что я же перешел как бы в эстрадно-джазовую музыку, то есть в эстрадную музыку из классики перешел. И вот в классике мне нужно было как-то себя состояться, то есть себя как-то реализовать до конца. И то есть у меня был такой недоделанное что-то было. Я вот такие вещи не очень люблю. Вот, я 9 лет, получается, с 5 лет до 14 лет проучился конкретно как классический пианист, то есть играл там Равеля, Рахманинова того же, да, там, ну, Шостаковича, там сложные композиции фортепианные, там вот такие вот из балета «Золотой век». Ну и так далее, да, то есть такие сложные. Очень, кстати, Шостакович много из джаза, то есть тут Он очень привнес, джазованный. но тем не менее он как бы классический, да, композитор. Вот, то есть мне хотелось реализоваться как классический музыкант, и я начал очень много писать музыку именно в классическом стиле. Мне хотелось, да, возвращаясь к классике, хотелось себя реализовать, и я писал музыку, получается, в неоклассическом стиле, да, если можно его так назвать. Хотя композиторы, которые слушали мою музыку в Беларуси, когда мы ездили с Николаем Михеевым, с нашим председателем Союза композиторов Якутии, ездили мы в Минск и в город Молодечь на форум, симфонический форум. У меня музыка камерная, там у меня симфонический оркестр отказались играть, потому что, ну, симфонический оркестр. А потом все-таки практически под конец форума согласились взять мою партитуру камерную и сыграли мой концерт для фортепиано и струнных до минор в 3 частях. Это 17 минут. Сейчас так не пишут. Я там познакомился со всеми, с очень многими, точнее, молодыми композиторами стран СНГ. Ну, очень ближе, конечно, познакомился с тюркоязычными. Это из Башкортостана. Урал Мухамедьяров, там, Байрут Акшина, первый вообще композитор профессиональный из Горного Алтая. Все-таки сыграли мою музыку и хотели записать ее. Ну, потом, конечно, наступил 20-й год. Все знаем, что там было. И, ну, как бы до сих пор, да. Тем более, что первая скрипка вот в Молодеченском, там, кстати, имени Агинского колледж, мы там же и проживали, там же и учились, получается, на этом форуме. Первая скрипка, она там, у нее отец в Алдане сейчас живет, то есть она, ну, наполовину, можно так сказать, ну, да, русские якутяне, так скажем. То есть вот писал, ну, не только для струнных, да, и фортепиано, да, писал для арфы,
У меня одноклассница Соломонова Наталья. Вот она недавно тоже исполнила композицию Владимира Васильевича Ксенофонтова, а до этого, получается, 5 лет назад мою композицию сольную исполнила, да. Не знаю, кто за кем уже повторяется. Ну, и при этом человек говорит, ну, вообще-то я не композитор, да? Я не профессиональный композитор. При этом сколько всего написано? Ну, Всего? Всего? Не считал? Нет, я считал в том резюме, которое я отправил, там Да. все конкретно я всегда записываю, как бы Много. такое, чтобы, да. Ну, достаточно есть сейчас пока, но для меня недостаточно, потому что, не знаю, для того, чтобы считаться композитором в том понимании, в котором я понимаю, да, это нужно, ну, как минимум написать балет какой-нибудь. Я вот мечтаю написать балет, но пока сейчас у меня руки и ноги не доходят А что таких все-таки крупных форм. что все-таки приоритетнее? Вот в чем хотелось бы больше всего реализоваться? В композиторстве, в музыке, вообще в исполнительстве? Или, не знаю, в продюсировании, в организации, в просвещении, в обучении? В чем больше? Вообще каждое направление очень интересно, но меньше из них для меня, например, это, наверное, преподавание, потому что это для меня немножко оказалось сложноватым, несмотря на то, что у меня мама педагог, как бы, да, я все время вокруг педагогов, причем очень хороших педагогов. Руководить процессом, допустим, именно создание каких-то, как у нас вот между музыкантов это называется, то есть гиг, да, гиг, это, ну, типа, как концерт, получается, да, говоря, да, руководить созданием вот программы концерта, там, создание перформанса, да, музыкального именно, создание саунда, то есть звука, да, получается, какой должен быть саунд, кто должен как играть, где, как, чего. Вот это все мне очень интересно сейчас на данный момент. Но при этом Вот эти все вы же не остаетесь за кулисами. Вы потом Да, выходите и первым же открываете, допустим, этот фестиваль. Да, ну потому Идите, что... открываете. А это же две разные функции совсем. Ну, для меня это сейчас пока не Важно. совсем отделимо, и мне кажется, что это важно. Если ты делаешь все от нуля до конца, то и будь добр открыть все, закрыть все, в середине поучаствовать, в самом центре побывать. А джазовое искусство, оно, чем оно мне нравится, тем, что оно очень честное, потому что ты тут никак не скроешь себя. Оно показывает то, какой ты есть вообще на самом деле. То есть как работает твой мозг. Во-первых, чисто физиологически он покажет твой мозг прямо наизнанку. Вот. То есть ты когда слушаешь других музыкантов, ты прям видишь, сколько он занимался, как он занимался, когда он занимался, и какая у него душа, меланхоличный он ли человек или нет. Также я вот в том же 22-м году, у меня очень такой насыщенный год был, познакомился во Владивостоке с музыкантами, и там до того, как с ними поговорить, я уже понял, кто они такие и как с ними разговаривать. Потому что мне нужно было с ними поговорить, потому что я на будущее все равно хотел сюда, как уже у меня такие были уже задумки. Я тогда не ощущал себя продюсером, просто я на самом деле там отдыхал, как бы. У меня ни один отдых, конечно, без джем-сейшенов, такой, ну, так называется. Ну, мы же уже выяснили, что у вас Да. всегда в машине клавиши, поэтому в любой момент это может Вот, и- перерасти в концерт. Да. И вот джазовая музыка, она показывает всю твою сущность изнутри. Это я дословно цитирую вот Андриана, и я Согласна. подписываюсь под каждой буквой. Мгм. Ну, мы так далеко находимся от центра, вообще от джазовых центров планеты, да? Насколько отзывается вот для якутского слушателя джазовая музыка? Ну, я начал как бы путь свой здесь музыкальный, да, своей, так скажем, карьеры, если так можно, в 2012 году. И с тех пор мы старались всегда прокачать публику, как бы имеется в виду воспитать ее, потому что это все равно воспитательский какой-то такой процесс, да, потому что некоторые люди даже вот на протяжении всех вот этих вот лет подходили: ой, я впервые слышу джазовую музыку, а оказывается, мне нравится. То есть это люди в возрасте подходят ко мне, то есть, ну, я имею в виду не 15-летние школьники там и так далее, да. Вот. Ну и такие тоже подходили, дети подходили, то есть и нравится. То есть мы старались как бы пропагандировать это все.
Не только потому, что мы хотим заработать или там хлеб там какой-то, просто потому, что это красиво. И музыкант, ну вообще, какая у него наивысшая вот эта вот цель, может быть, да? Да, Это какая? нести красоту в мир. И джаз — это Да, и красиво. джаз — это, конечно, очень красиво. И он разный бывает. Он бывает красивым, настолько красивым, вот, как вот, допустим, вот такой аккорд. Да? Но он красивый аккорд, если в него слушаться. А если он в связке с другим аккордом, он еще красивее станет. То есть, а если еще пойти дальше? И вернуться опять к нему. Да? То есть тут как будто какой-то вопрос, да? Человек себе задает, сидит там И в темной комнате, да? и рассуждает о своей жизни, зачем я сделал то, зачем сделал это, допустим. Ну просто, то есть такой, да, такая импровизация. Я к тому, что нести красоту в мир, Это главное. ваша основная миссия. У людей, занимающихся музыкой, я считаю, у всех должна быть такая миссия. А сейчас хотелось бы задать вам вопрос такой, вот как профессионалу. С чего начинать? Вот для того, чтобы... Ну, есть люди, которые хотели бы, может быть, начать интересоваться музыкой, там, начать погружаться, пытаться в ней разбираться и так далее, для общего развития, для расширения кругозора. С чего начинать? Вот 3 главные композиции, на ваш взгляд, которые обязательно нужно послушать и попытаться понять. Так, чтобы конкретно три композиции, я думаю, что нужно слушать то, что действительно нравится. Что нравится, и то и пытаться сыграть. И тогда получится. Потому что без желания, без это будет сравни с насилием над собой или над окружающими, что еще хуже, наверное. А красота насильно не прививается. Нет, конечно. Не приживается красота Да, но насильно. я вот в предыдущем вопросе как будто бы не доответил, да, вот я говорю, что тащу. Они, эти люди, которые переходят в эстрадно-джазовую, как бы на нашу сторону, они хотят заниматься джазовой музыкой, очень хотят, но, может быть, не всем так легко дается, и это сложно, и нужно как бы точить их, как бы, как это сказать правильно. То есть это все равно через труд, через какие-то испытания все равно человек проходит. Ну, нарабатывать мастерство. Да, нарабатывать да? мастерство, и как бы оттачивается это все путем проб и ошибок. И нужно перебороть этот страх на сцене, что ты можешь ошибиться. Вот есть такие вот вообще в моей карьере несколько, мало, по пальцам можно пересчитать такие моменты, когда вот ради этого момента я 25 уже лет, получается, да, сколько? 26 лет занимаюсь на фортепиано. Играю. Да. Просто невероятно. То есть там граничит с каким-то чудом. Тогда можно ли сказать, что для того, чтобы начать разбираться в музыке, начать погружаться в мир музыки, открывать его для себя, нужно просто как можно больше слушать всего? Искать свою. Наслушанность в таком случае нужно наслушанность, да, наслушанность, это, конечно, обязательно. Для музыканта профессионального это просто часть Нет, работы. Не для профессионального, для любителя, для такого, как я, например. Ну, то, что вам нравится, можете там записаться на курсы, сейчас очень много. Мы вот открывали в свое время, ну, я один из организаторов тогда, в то время, в 2018 году, школу современной музыки, Дом музыкантов, руководитель там, замечательный гитарист и организатор очень хороший, Кирилл Третьяков. У них там вот как раз-таки эстрадные направления, ну, школа современной музыки, как бы вот эта вот методика, которую мы заложили тогда с нашими ребятами, и джазовыми, и с рокерами вместе мы как бы скооперировались и создали вот такую методику. Главные инструменты эстрадные, получается, там, ну, в первую очередь вокал, фортепиано, ударный, бас-гитара, гитара. И то есть можете выбрать себе по душе какой-то из этих инструментов. Они очень популярны, то есть и доступны в магазинах там, и так далее. И начать играть то, что вам нравится. Там, Виктора Цоя. То есть с такого, с базового начать. Я хотела попросить, чтобы вы сыграли что-то из своего любимого, для того, чтобы мы уже начали слушать музыку прямо сейчас.
музыкальном фоне. Хочется пожелать вам музыки, вдохновения и радости каждый день. Спасибо, Егор, что пришли к нам сегодня.